достигаем мир, но всех нас объединяет одно – Россия. Наша история, наша жизнь, наша судьба. Где найду я страну, что заменит Россию? Где такие леса, где такие поля? И небес синеву, где найду я красивей? Где услышу я крик журавля? Государственная телерадиокомпания «Лотос» в эфире. У микрофона Ирина Путилина. Здравствуйте. Мы продолжаем нашу серию передач, приуроченных к Году единства народов России. Астраханская земля уникальна своим многонациональным, многоконфессиональным колоритом. И сегодня речь пойдет о ногайском народе. С нашими экспертами поговорим о простых и в то же время сложных вещах. Как оставаться собой, но при этом дружить с другими народами. Как молодежь, воспитанную в смартфонах, заинтересовать историей и культурой. И почему спустя 35 лет люди все так же собираются на джанибековские чтения. У нас в гостях Рамиль Ишмухамбетов, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры философии, социологии и лингвистики Астраханского государственного архитектурно-строительного университета, и Амир Мусаев, член правления Центра ЭДИГ, преподаватель губернского техникума. Уважаемые гости, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы нашли время, пришли к нам на эфир. И я думаю, что начать надо все-таки с исторического экскурса. И, наверное, вопрос мой покажется вам наивным, да? Но когда читаешь про ногайский народ, часто говорят, что ногайский народ, название произошло от хана Нагая. Насколько это верно, соответствует действительности? Это вполне соответствует действительности, несмотря на то, что вот не так давно подвергали этот факт сомнению. В частности, Владимир Ильич Трепалов, светлая память, он как бы, в том числе и Кочекаев, они говорили о том, что там пока этой связи не просматривается. Но на данном этапе, слава богу, у нас удалось установить несколько фактов непосредственной связи. Дело в том, что в золотоордынское время была такая мусульманская партия. То есть вот Берке, он принимает ислам, младший брат Батухана. Затем впоследствии вокруг него концентрируется определенная такая вот этнополитическая группа. И перенимает эту эстафету как раз-таки Нугай, знаменитый Беклербек, тоже чингизид, западный улус Золотой Орды. И вот мы сейчас на данный момент располагаем сведениями, что такие кланы, как Кунграты, которые вот как раз в Астраханском ханстве были Беклербеками, Мангыты, которые тоже, это практически во всех постзолотоордынских ханствах занимали по современному пост премьер-министра, они были непосредственно связаны преемственностью с улусом Нугая, предки служили Нугаю. То есть и здесь мы видим вот эту преемственность. И не так давно как раз вышла статья моя на эту тему. Я привожу данные, эти данные, они, в принципе, ширятся. Вот. Поэтому связь совершенно очевидно она есть. А как происходило расселение? Вот откуда пришел ногайский народ? Как расселялся по территории Астраханской области? Ну, дело в том, что ногайский народ – это народ на территории Астраханской области коренной. Даже само формирование нашего народа, оно происходило именно здесь. Вот как только, даже до Золотой Орды кыпчаки, вот у нас Амир Дамирович как раз, потом кыпчаков, половцев, они здесь пребывали. Многие, как раз компоненты ногайского народа, они уже здесь были, даже до Золотой Орды. Но в Золотой Орде вот эта вот произошла консолидация монгольской верхушки и этих кыпчаков, половцев и прочих племен, которые с ними ассоциированы. И это происходило как раз и в Нижнем Поволжье, и на Северном Кавказе, и в Крыму. Вот это единое большое такое пространство, как я уже сказал. У того же Нугая, про который мы говорили, были земли на Яэке, то есть это на реке Урал, нынешний. А у мангытов, это правящий род как раз-таки Ногайской Орды и Золотой Орды, одна из группировок, она как раз на Нижней Волге находилась здесь, Мангыт Санкор Мирза. Вот. И вот мы, если посмотрим, фактически, после падения Золотой Орды, вот эти постзолотоордынские государства, Ногайская Орда, это у нас нынешнее левобережье Волги. Астраханское ханство – это правобережье Волги. И там население было этнически ногайское. То есть это легко верифицируется. Патриаршей летописи упоминается в Астрахани сущие, то есть проживавшие Ногаи. Вот. Племена, то есть племенной состав, вот я про кунгратов уже сказал. Кунграты, кстати, они как раз-таки себя связывались со знаменитым Ногаем. Есть такая кунгратская хроника
среднеазиатской, там как раз упоминается вот как раз-таки пребывание, как раз, в том числе и на Нижней Волге. То есть мы не то чтобы откуда-то пришли, но поскольку мы дело имели с кочевым, полукочевым, да, населением, понятное дело, что они туда-сюда перемещались. Вот. А так мы можем с полной ответственностью говорить, что нагайцы, да, нугаи, это коренное население, да, прямые потомки Астраханского ханства, Ногайской Орды. Вот я, например, Ногайск-Карагаш, это потомки Малой Ногайской Орды и Егисанов из Большой Ногайской Орды. А Амир Дамирович, это вот юртовские нагайцы, да, мы говорим Карелия Нугайляр, да, нагайцы чернодомные. Они, собственно говоря, особо никуда не уходили. Вот они вот, это вот самое-самое, что ни на есть, вот население давнее вот это. Да, мы будем говорить, что были там еще кое-какие переселения из Ногайской Орды, но, по сути дела, это один и тот же народ. Ну, если смотреть на территорию, как вы сейчас сказали, Астраханской области, территория Астраханского региона, она в разные исторические периоды менялась. Вспомним, когда Астраханская губерния была создана в 1717 году, ее территория была довольно обширная. И в некотором, так скажем, плане она повторяла контуры тех территорий, где проживали, где существовали ногайские государства, так скажем. Тоже Астраханское ханство. Да, тоже Астраханское ханство, это вплоть до Терека. Терек, то есть нынешний это территория... Ногайский район Дагестана. Да, Ногайский район, это территория Калмыкии, это часть территории Ставрополья. Вот, потом это вот... Левобережье, вплоть до реки Яик, Гурьев, нынешняя Тарава и так далее. И по поводу вот того, что как здесь расселялись ногайский народ, то есть уже было сказано, что 4 группы основные, даже 5 субэтнических у нас астраханских ногайцев. Это юртовцы или нугайлар, карели нугайлар, это нас называют, карагаши называют, туркмены. То есть ногайцы чернодомники, но это условный перевод, дословно на русский язык. Вообще это карели, это на ногайском языке обозначает стационарный дом. То есть не крашей, то есть который можно разобрать и увезти. Это не юрта, да. Это не юрта, а это вот именно стационарные дома. Это карагаши, вторая группа. Далее идут утары или алабугатские. Они сейчас вот проживают, часть проживает в Калмыкии, часть вот на Риманском и Лиманском районах нашей области. И кундровцы, Кундрау, они проживают у нас в селе Тулугановка, но часть их ушла дальше на Оренбурже. Живут они на Сакмаре, река Сакмара. Вот. И вот, например, калмыки, которые в низовьях Волги появились в 1630-х годах, 40-х, 50-х годах, они именно вот нашу группу этническую юртовцев они называли Бюрюнхучун Мангат, что в переводе означает «нагайцы старых или древних кочевий». То есть они таким образом... Самые коренные. То есть они подчеркивали, что это, выражаясь в современном языке, это местное, так скажем, коренное туземное население. Вот. То есть они тоже отдельные группы нагайцев по-своему называли, но во всех этих группах у них идет, так скажем, вот это подчеркивание слова «мангат», потому что на Востоке понятие нагаев в то время, вот в 17 веке где-то еще не существовало. Они их называли по имени вот этой правящей племенной элиты. Айраты, да, то же самое у них, да? У калмыков. Вот мангаты. И вот они, все народы, которые входили либо в состав ногайского народа, все группы, либо были им подчинены как-то. Как башкиры. Как башкиры, например, или как там казанские татары и так далее. Они их называли мангат. Вот. Значит... Соседи наши, вот казахи-туркмены, они до сих пор нас называют нугай. То есть они нас не называют татар, они нас называют нугай. То есть они отличают нас от, например, тех же самых казанских татар или от мишар. Я имею в виду поколение вот старшее. Вот, те, которые разбираются в этих тонкостях, так скажем. Вот. А само слово татарин, юртовский и так далее, это внешнее название, это название... как азербайджанцы называли. В первую очередь, это русской администрации, потому что в середине 16 века, когда Нижнее Поволжье вошло в состав русского государства, все вот это, так скажем, тюркское, мусульманское население называли татарами. То есть это маркер такой, свой-чужой. Как вот у римлян
Есть римляне, И есть варвары. варвары. Да. Ну, Есть то такой забавный факт, я вот часто его привожу. Первый японец при дворе Алексея Михайловича. Как вы думаете, как назвали? Апонского государства татарин Денбей. То есть, если азиат, то татарин. Поэтому не стоит удивляться этому. А вот вы, когда говорите вот Карагаш, у меня, конечно, сразу название населенного пункта всплывает в голове, и все-таки вот получается, что вот культура и история ногайского народа вот в топонимике нашла очень яркое отражение. Да, вот у нас Астраханская область, наверное, полна такими примерами. Ну, вообще топонимика нашей области, она изучена, с одной стороны, как бы достаточно хорошо, но с другой стороны, она не классифицирована. В каком плане? В том, что у нас принято понимать, разбирать как топонимику. Есть русская топонимика, есть тюркская. А у нас же здесь проживает достаточное количество тюркских народов, которые здесь появились относительно, так скажем, недавно, да? Вот. И здесь такой пласт именно вот ногайский, в частности, топонимики, и более частно, так скажем, юртская топонимика, она не изучена. Она не, так скажем... Адекватно не расписана. Да, не расписана еще. Даже если брать, например, название нашего областного центра Астрахань, она же тоже выходит оттуда. Из вот, Золотоордынской. Топонимики именно вот из языка именно вот юртовцев. Потому что в середине XIX века Павел Небольсин в своем труде «Очерки Волжского понизовья», он здесь был. Это одна из таких мощных, так скажем, этнографических работ этого исследователя. Он общался с представителями местного населения, с различных народов. И вот он фиксирует, что он пишет местные юртовские татары, в кавычках он пишет нагаи, которые себя называют нагаем, называют себя потомками золотоордынских нагаев, которые являются основателями Астрахани. И при этом они ему делали такое замечание по поводу топонима Астрахань, что вот среди местного русского населения сейчас такая версия есть, что город Астрахань ведет свое название от какого-то там хана, у которой была дочка Астра и так далее. Да. То есть, условно говоря, такой фольк-хистори. И они говорят, это не так, а было вот так. То есть был некий паломник мусульманский, хаджи, который получил после возвращения с паломничества в святые места в Мекку, получил от местного правителя, хана Орды. Тархан. Тархан. Тархан – это освобождение от налогов, это, так скажем, своеобразная такая, как это говорят? Статус. То есть место, где он поселился, получило освобождение от всех налогов и так далее. Офшор, так скажем, современным языком. Да? И вот на эту местность стали селиться люди, потому что освобождены от налогов, и эта местность получила название Хаджи Тархан. И потом уже это слово хаджи, в русском, это арабское слово, в местной традиции тюркской она звучит как аш. У нас сейчас полно фамилий, например. Раньше это были имена, сейчас фамилии. Ажмулаевы, Ажмухамбетовы, Аштухтаровы и так далее. Да, это вот первая приставка аш, это как раз слово ажи. А в русской традиции средневековой, так скажем, лингвистической, это слово хаджи звучало как ази. Потому что, например, имя первого хана Крымского ханства, Хаджи Гирей, она в русских летописях упоминается как Аз-Керей. Потом уже это слово «аз», первоначально действительно в русских этих документах название города звучит как Астаракан. А потом это все сокращалось и стало Астраханью. Так так следы из веков, перебрались потихонечку. И я хочу сказать следующее, что эта традиция, она, вернее, вот эта, так скажем, версия, она задокументирована у марокканского путешественника Ибн Батуты в 1333 году, который был здесь у нас, в низовьях Волги, в ставке у хана Узбека, и он вот эту, так скажем, версию происхождения названия этого города, Хаджи Тархана, он ее зафиксировал. И через 500 лет, в 1852 году, точно такой же, почти один в один, эту традицию передают местные юртовцы Павлу Небольсину. То есть это говорит о чем? Что преемственность, она была непрерывная. Илья Владимирович Зайцев в своей монографии «Астраханское ханство», он как раз это дело зафиксировал. Кстати, он зафиксировал то, что у юртовцев в селе Башмаковка есть квартал, который называется Курнат или Кунград. А это был правящий род Астраханского ханства, то есть это как раз Беклербеки, которые как раз с нагаем были связаны. То есть тоже никуда это население не делось, оно сохранилось. Представляете,
Если вот про топонимики, про топонимку, про микротопонимку говорить, какая связь здесь? И вот село Яксатово, да, был табунная голова Яксат. Оттуда название, например. Семек, Семяковка, Семек Арсланов. Машаик. Да, Машаик — это Машаих, место захоронения шейхов. То есть этот человек, который привел Золотую Орду к исламу, был такой Тугли-Баба. Да, он упоминается, кстати, во многих восточных источниках, то, что вот он пришел и узбека призвал. Захоронение находится в Машаяке. И как нагайцы себя, да, нугай, они непосредственно связывали. Ну, основатель Ногайской Орды, Идиге, себя производил от этого Тугли-Бабы. То есть там вот эта вот связь веков очень сильная, очень мощная. Тема топонимики, она вообще очень интересная. Да? Мы, кстати, перед передачей говорили о том, что, может быть, даже мы придумаем какой-нибудь проект, да, связанный именно вот с топонимикой. Но вообще народ во многом это язык, да, вообще это можно почти знак равенства поставить. Вот сейчас понятно, что если газеты, это, наверное, уже устаревшее звучит, да, вот если газеты, да, на ногайском языке. Ведь сейчас молодежь имеет возможность и подкасты записывать, и каналы свои вести. Вот как сейчас пытается возродить, скажем так, вот традицию говорить на ногайском языке, какие-то вот поддержку какую-то? Я начну, а Амир Дамирович продолжит. Вот ситуация с языком у нас очень интересная, так как нас в 30-е годы причислили, да, к татарам, в принципе, во всех документах у нас написано татары, обучали казанско-татарскому. И поэтому получилось так, что вот эти первые опыты, которые были, да, по языку, на самом деле литературно-ногайский язык его пытались создать именно здесь. А потом это верхушка, она уехала. И вот мы как бы лишены этого всего были. Если в Дагестане, в Карачаево-Черкесии есть и журналы, и книги на ногайском языке, здесь у нас долгое время этой прелести не было. И вот буквально недавно Российская академия наук, Институт языкознания, ну и нашими, собственно говоря, стараниями мы записывали списки сводыши, там очерк, грамматики делали, хотя ни разу я там, ни я, ни Амир Дамирович, мы не лингвисты. Ну, делать нечего. За отсутствием, как говорится, возможности пришлось. И вот Институт языкознания Российской академии наук, он как раз признал в 2021 году, что и юртовский, и карагашский, и утарский, все эти идиомы, да, это часть ногайского языка, то есть это диалекты ногайского языка. И мы как бы запустили вот этот проект по тому, чтобы вот есть каранагайский диалект, кубанский, есть там у них книги, да, вещания, у нас, я же говорю, всей этой прелести нет. Мы запустили, так скажем, диктанты и на юртовском, и на карагашском. Уже на данный момент 5 публикаций есть, да, которые как раз-таки включают юртовский диалект ногайского языка. И именно, да, классифицируется как ногайский. Вот более подробно об этом, пожалуйста, Амир Дамирович. Да, действительно, вот 5 лет, как вот этот процесс как бы пошел, сдвинулся с места, и выпущено одним из старейших таких ветеранов этого движения, Нурией Гореевной Максудовой, 5 вот этих переводов, скажем так, адаптаций определенных вот эпосов, книг, которые были выпущены до этого либо на литературно-ногайском языке, либо на русском языке, на юртовский диалект. То есть, вот, к сожалению, за вот этот период, начиная там с 20-х годов прошлого века, на юртовском диалекте ничего здесь не издавалось. Не издавалось. Почему я говорю с 20-х годов прошлого века? Потому что дореволюционный период на языке тюрки, на юртовском диалекте статьи, публикации, они все есть. Просто из-за того, что большинство населения на языке тюрки сейчас уже не читает, не владеет, в силу того, что была реформа алфавита и прочее, да. Сейчас это все, так скажем, стало только достоянием специалистов. Вот этот ресурс тоже сейчас мы используем. Есть люди, которые читают это, и это переводят уже на юртовский диалект. Не переводят, а пишут уже на кириллице. То есть пишут на кириллице. И даже на русском. И на русском языке как бы идет этот понятно, да. Параллельный перевод, так скажем. Да? И было сказано, что действительно были проведены диктанты, и они до сих пор проводятся на диалекте юртовском, карагашском.
посвящен. Обычно мы стараемся проводить на дату этот Международный день родных языков в начале года, где-то в марте, по-моему, это бывает. В феврале. Вот. И что еще? Сейчас идет работа над словарем. То есть, опять-таки, это энтузиасты. На собственном финансировании, на собственном энтузиазме, на собственном финансировании. Сейчас идет попытка хотя бы сохранить то, что... Фиксация. Зафиксировать то, что есть, так скажем. То, что те крохи, которые остались. И вот когда вот эти люди, которые эту фиксацию ведут, работают этим, они просто вот удивляются тому, что до чего эти языки, наши диалекты, так скажем, богаты. На самом деле и не изучены. То есть, потом есть литературный язык, есть разговорный, да, то есть литературный вообще, наверное, для специалистов. Да. У нас дело в том, что у нас сейчас цель это зафиксировать именно местные диалекты. Цель. И их дальше развивать. Почему? Потому что носители еще есть. Но в школах компактного проживания, где проживают юртовские нагайцы, там преподается казанский вариант литературно-татарского языка. По инерции, да, советская. Да, по инерции идет. Хотя даже научно, если смотреть, это неправильно, потому что татарский литературный язык, он относится к другой группе, булгаро-кипчакской подгруппе тюркских языков, а наш диалект, он относится к кипчако-нагайской. То есть это то же самое, что, например, в русской школе преподавать сербский. Или белорусский. Или белорусский, да. То есть, вроде бы одинаковые слова есть, но лексика, грамматика и прочее, они отличаются. Вот, говоря про нагайский язык, я сразу вспоминаю, я видео смотрела, связанное с таким именем, как Равиль Джуманов, да, потому что я помню, что там кто-то из женщин говорит, вот такого чистого нагайского языка редко, вообще, когда услышишь вот то, как он владел языком, да, я так он понимаю, владел что литературой, его имя точно можно вспомнить, как человека, который много сделал. Я опять-таки слово предоставлю прямому ученику Равиль Джуману. Это наш Амир Дамирович, непосредственно ученик. Равиль Тюмхамедович, он действительно был одним из инициаторов, может, одним из главных, но одним из инициаторов возрождения нагайского самосознания, идентичности в Астраханском регионе. Понятно, что он не один это начинал, была целая такая плеяда единомышленников, там... Махмудов Абдрахман, он, кстати, юртовец, известный архитектор астраханский, сейчас проживает в селе Иксатово. Это покойный Ревагалиев, да, юрист, прокурор, по-моему, работал, он сейчас уже покойный. Там Роза Рахимовна, да, то есть, я просто всех сейчас... Виктор Михайлович Викторин. Мой научный руководитель. Да, тоже со своей стороны как ученый, остепененный. Тоже человек такой... как бы заряженный именно вот на этой нагайской теме. Да, но он нам очень много помог. Да. То есть это могу просто многих, так скажем... Мне, кстати, сейчас подсказывают, что Джуманов вел нас на радиопередачу. Да. Могу сейчас многих, так скажем, не упомянуть, поэтому пусть не обижаются. Но он действительно это все дело, так скажем... Запустил. Они запустили, а он дальше это все дело как бы проталкивал. До этого он работал в нашем Астраханском государственном педагогическом тогда институте на кафедре истории. Потом работал в нашем краеведческом музее Астраханском. Кстати, самая богатая нагайская коллекция. Да. Благодаря его деятельности там собрана богатая вот эта коллекция этнографическая, именно посвященная нагайцам. Там и юртовские, и карагашские вот эти костюмы все есть. А в 1994 году он был одним из, я не скажу, что инициаторов, но одним из участников археологических раскопок на Сарайчуке, это в западном сейчас Казахстане. Вот там он туда также пригласил нашего астраханского археолога Плахова. И вот там они это все дело, вот это нагайскую, так скажем, историю они там подымали из-под земли, да. И вот его деятельность действительно была довольно такая мощная, уникальная, так скажем, да. По поводу языка, он, кстати, сам этнический карагаш,
но проживал у нас в Башмаковке. И он прекрасно овладел вот нашим местным диалектом. И с местными он говорил только на юртовском диалекте. Хотя знал и литературно-татарский язык. И нагайский литературный. И литературно-нагайский. То есть человек был такой разносторонний. Да. А вот скажите, пожалуйста, а вот песни, фольклор, вот что-то сохранилось? Вот Конечно, конечно. У нас несколько есть замечательных ансамблей. Вот у нас как раз в селе Ростоповка, где я проживаю, ансамбль этнографический «Дослык», они исполняют наши традиционные карагашские там свадебные песни, да, там обрядовые, ну, современные тоже, куда без них. Вот. И есть ансамбль ЯНМА, тоже исполняет. Там вот у нас как раз-таки Базира Капаровна Акмамбету, одна из тех, кто фиксировал вместе с Равилем Джумановым. Она как бы, да, это дело осовременила, внедряла, да, в, так скажем, прямо от стариков, да, от старожилов на эстраду. И это все с сохранением аутентичного исполнения. Вот это тоже достаточно такой интересный момент, как традиция, она продолжает жить. И эти песни, вот у нас, например, какая-то свадьба, могут исполняться. Обряды, вот, например, да, это называется беташар, когда невеста открывает лицо, держит это такое покрывало шамалдык традиционное. То есть это сохраняется. Как раз-таки, да, вот для всех нагайцев астраханских особое место занимает саратовская гармошка. Да. Саратовская гармошка и бубен хабал. Никакая свадьба не обходилась без них. До сих пор эта традиция у нас сохраняется. Есть, да, в селе Байбек, молодое у нас дарование. Он сейчас уже подрос. Амиран Байрамов. Вот он самобытный, да, он сам научился исполнять, он фиксирует. Кстати, у нас и этнографы приезжают. Айна Аджи-Ислам Черкесова приезжала, потом коллеги из Венгрии приезжали, фиксировали. То есть это такой живой интерес. То есть есть местная, аутентичная, красивая традиция, уникальная, которой нету ни в Дагестане, ни в Карачаево-Черкесии, ни в Татарстане. То есть это абсолютно вот местное. Хотя, конечно, это вот имеет общие такие, да, такие общенагайские, кстати, черты. Да. То есть это вот, если татарские песни они такие разливные, долгие, да, то это достаточно быстрая музыка, ну, вот как раз, да, там и на дамбре, кстати, тоже, да, это такие танцевальные. Ну, кстати, с калмыцкой музыкой тоже сходство очень мощное, да, с кавказской музыкой очень мощное вот это. И это все, оно, в принципе, сохраняется в ансамбле, в репертуаре ансамблей, даже в губернаторском ансамбле есть отрывок, вот этот танец. Там, астраханских нагайцев, да, астраханских ногаев есть. И ансамбль Лязат, ансамбль Тулпар, ансамбль Купелек. Все они исполняют вот этот танец астраханских ногаев с платочками под саратовскую гармошку. Эта традиция живет. Мы специально как бы задались именно, да, задачей сохранения местного колорита. И мы как бы надеемся, что дальше это, да, вот сейчас вот такая идея флешмоб, да, или же идея мастер-класс. Потому что у нас молодежь, честно сказать, лезгинку лучше танцует, чем танцует свои танцы. Но мы вот задались, да, именно задачей сохранения местного колорита. А вообще вы отмечаете тенденцию, что молодежь все-таки больше стала интересоваться вот своей культурой, своей историей? Или надо сначала достучаться? Вы знаете как? Дело в том, что вот это несколько, да, таких уровней интереса. Есть уровень такой, да, обывательский, кто мы, откуда. Этот уровень есть в свое время, когда, да, меня заразили этой темой, то же самое. То есть в семье я себя считал нагайцем, а, например, мой отец, да, дядя себя татарами называет. Почему? Потому что мне дедушка с бабушкой, да, там, они объяснили, кто мы есть. Дальше. Я сейчас вижу, что таких проблем, например, у нагайцев Карагашей, да, молодежи не стоит. То есть они четко себя именно с нагайским народом ассоциируют. А вот интересно, что у юртовцев, да, идет та же самая, да, вот эта, так скажем, тенденция, которая была у нас лет 20-30 назад. То есть они сейчас начинают узнавать. И вот такой пример. Я как преподаватель, да, институтский, университетский, веду предмет истории России, основы российской государственности. Естественно, я как бы элементы краеведения, да, потому что как вплетать, да, вот эту вот нить в ткань общую России, конечно, с местный колорит. И вот у меня студент приходит, например, с Келинчей, и я так нет-нет спрашиваю, ты откуда, кто по национальности? И он, например, сказал, я татарин. Я говорю, а ты уверен в этом? Да, ну, конечно, это конституционное право, каждый сам себя определяет. Ну, каждый, опять-таки, имеет право знать истину. И ему говоришь, на следующий, ну, ты спроси у родителей, на следующее занятие приходит, а мы, оказывается, новые. Вот, то есть, и таких примеров очень много. Вот мы записали серию подкастов на эту, да, тему, на краеведческую тему.
Амир Дамирович, про подкасты. Где мы их можем найти? Да, потому что времени у нас очень мало. Подкасты? Да. Это в социальных сетях вы Да, в социальных размещаете? сетях. ВКонтакте, Это на Ютубе, ВКонтакте, Рутубе Ютубе, есть. Рутубе, да, в Одноклассниках, везде они выложены, эти подкасты. Ну, вообще хочу сказать, что большая работа ведется, да, ну, я говорю, вспомним те же джанибековские чтения, да, и большая работа идет по поиску исторических материалов и самоидентификации. И я предлагаю, может быть, в год единства народов пожелаем нашей аудитории, может быть, у вас есть какое-то пожелание, посыл для астраханцев, для наших местных жителей? Ну, самое главное пожелание, да, это не забывать, кто ты. Ну, во-первых, понятное дело, мы часть большой России. Вот мы, к сожалению, времени мало, а служилости, то, что юртовцы, они служили русскому государству, в общем-то, и Нагайцы-Харагаши, пограничные заставы, да, вот эту связь нашу не терять. То есть мы это часть одного целого. С другой стороны, если мы будем упускать вот эти местные традиции, ну, как бы не построится, да, единая целостная картина. Вот эта вот красота, да, единство многообразия. И поэтому желаю обращать внимание на свою родословную, да, на свою культуру, но не забывать, что мы часть одного целого. Вот, Амир Дамирович. Ваше слово. Ну, Астрахань, Нижнее Поволжье, это действительно такой, как говорят, исторический такой Форпост, да? перекресток путей, да. Сейчас, ну, если брать историческое прошлое, то здесь пересекался Великий Шелковый путь и путь из Варяг в Арабы, Персия. да, или Волжский путь, как его называли. Сейчас, в принципе, мы находимся на такой же, так скажем, ситуации. То есть история, она циклична. Она повторяется в циклах. Понятно, что в каждом цикле там свои есть определенные особенности, но если так смотреть крупными мазками, она повторяется. То есть сейчас, если смотреть, тот же самый транснациональный коридор, вот этот север-юг, он повторяет тот же самый Волжский путь. Тот самый путь, который пытаются построить китайцы, вот этот из драконов в Тевтоны, да, то есть вот это евразиатский, новый, так скажем, шелковый путь, он тоже самое повторяет. Поэтому нужно смотреть на прошлое, извлекать определенные плюсы оттуда, да, смотреть, почему были допущены какие-то ошибки, минусы, и чтобы это не повторить вот на современной, так скажем, стадии развития нашего общества, нашего государства, это все правильно использовать. Потому что, обратите внимание, год действительно единство народов и так далее. Это не просто же так же президент эту тему, так скажем, в этом году запустил. Потому что в рамках вот той операции, которая сейчас идет у нас, СВО, да, пытались раскачать нас извне. Не получилось. Этот внешний вызов, он, наоборот, народы объединил. Сейчас идет попытка раскачать это изнутри. Как раскачать? Опять вбить какой-то определенный клин между разными народами, да? То есть вот эти всякие там националистические, так скажем, лозунги вкидывают в головы вот этих манкуртов определенных, да, маргиналов и так далее. А кто это такие манкурты и маргиналы? Это, ну, если говорить терминами русского языка, это Иваны непомнящие родства, которые не знают свое прошлое далее, там, скажем, одного поколения. А наша цель какая? Донести до подрастающего поколения вот то, что было у нас раньше, то есть какие у нас были отношения с нашими соседями, сотрудничество, как это было и так далее, да. И вот на этой, так скажем, ну, базе все эти минусы, как бы, все эти попытки извне пресечь.
То есть Делаем выводы и двигаемся дальше. Да. Сейчас у нас общество информационное, поэтому наша первая задача – это правильно распространять правильную информацию. Я благодарю наших гостей. Напомню, что у нас в студии были Рамиль Ишмухамбетов, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры философии, социологии и лингвистики Астраханского государственного архитектурно-строительного университета, и Амир Мусаев, член правления Центра ЭДИГЕ, преподаватель губернского техникума. А для вас работали ведущая Ирина Путилина и звукорежиссер Валентина Каширская. До свидания.